Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. С 1 октября этого года Чувашия перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Выбран региональный оператор общества с ограниченной ответственностью МВК «Экоцентр». Однако вопросов у горожан по этому поводу немало. На встрече с населением Виталий Михайлов и представитель оператора ответили на интересующие вопросы граждан. Вопросов по вызову мусора накопилось у людей много. Если человек прописан по одному адресу, а проживает по другому, или является собственником двух жилых помещений, к примеру, квартиры в городе и дома в деревне, как платить? Бизнес уже начал возмущаться тем, что непомерно завышенные тарифы. Население в связи с тем, что двойные приходят какие-то платежки и двойные квитанции, чтобы такого не было. Вот сегодня мы и собрались. Участие в совещании приняли представители управляющих компаний, бизнеса, собственники жилых помещений. Сбор средств ввели управляющие компании. С нового года квитанции будут приходить напрямую от регионального оператора МВК «Экоцентр». В связи с тем, что у нас сейчас появился новая организация, которая будет отвечать за сбор, транспортирование, за обращение с коммунальными отходами, это региональный оператор. А эта услуга с управляющих организаций отпала, то есть услугу по сбору мусора уже управляющие организации не представляют собственникам многоквартирных домов. Значит, они должны четко понимать, что из того перечня работы услуг, который был у кого-то предоставлено собрание, у кого-то по конкурсной документации, нужно эту сумму, а эта сумма на сегодняшний день означает 2 рубля 12 копеек, автоматически вычесть без решения собрания. То есть услуги нет, значит, и собственники платить за нее не будут. Порядок начисления платы за твердокоммунальные отходы четко регламентирован. Если у вас прописка в квартире, то выставляется счет по прописке. Если помимо квартиры есть другая собственность, но в ней никто не прописан, счет выставляется по количеству собственников. Оплачивать квитанции за мусор граждане должны по фактически проживаемому адресу. В том случае, если прописан, но не проживает человек, то нужно обратиться с заявлением в адрес регионального оператора, чтобы он произвел перерасчет. Свое отсутствие по прописке нужно подтверждать документами каждые полгода. Двойной оплаты с гражданина быть не должно. Тарифы утвердила служба по тарифам Чувашской Республики. Представитель МВК «Экоцентр» Дмитрий Иванов ответил на вопросы, куда будет вывозиться мусор, кто будет контролировать периодичность вывоза. Все это берет на себя региональный оператор. Просто заключать договора с теми, у кого были машины, у кого это и так далее. Мы сами с ними работали нормально, без каких-либо прокладок организаций посреднических, каких-то там непонятных. И кто это будет отвечать? Со всеми перевозчиками заключены договора, и уже они распределяются, кто у них будет и как вывозить. Они уже могут субподряды нанимать, и уже вот так вот получается. Все полигоны находятся в общем реестре, и со всеми полигонами Чувашской Республики заключен договор о ввозе. То есть, сливки кто будет снимать с денег? За каждый ввоз на полигон Экоцентр тоже платит деньги. Представители ТСЖ и советов домов четко изучили регламент оператора. Многих интересует вопрос, каким образом высчитывался тариф за ТКО. У нас на каждого человека 2,02. Норматив высчитывался службой по тарифам. Еще раз говорю, они мониторили на основе мониторинга по Цивильским, в Цивильске на полигоне мониторили и в других городах. И вот поэтому у них получилось там 2,67. Мониторились многие города Чувашской Республики. И получился тариф 2,67. Потом служба по тарифам и Министерство Чувашской Республики решили, что этот тариф большой, и снизили. Сделали 2,02 как для города, так и для сельской местности. В большинстве городов и районов уже появились уполномоченные представители регионального оператора. Они размещаются в администрации. В переходный период вопросов возникает много. По ним можно будет обратиться к уполномоченным представителям. В совещании на некоторые уточняющие моменты указал председатель ТСЖ Михаил Александров. По тарифам, по конкурентной политике и тарифам утверждено для МВК «Экоцентр» 2 тарифа. Первое для тех, кто не является населением, 374 рубля за кубометр, так? И второй тариф, тот без НДС,
А второй тариф 442 рубля 22 копейки, включая НДС. Это для населения. То, что вы говорите тарифом 2,2 кубометра, это не тариф, это норма, не норматив. Норма накопления твердых коммунальных отходов на 1 год в расчете на одного проживающего в жилых зданиях. И там еще куча норм в приказе Минстроя, которым утвержден, куча других норм для магазинов и так далее, и все. Виталий Михайлов отметил, что совещание велось в протокольной форме, поэтому все организационные вопросы будут четко контролироваться. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Вести недели. В стенах детской музыкальной школы прошел открытый городской инклюзивный фестиваль «Передай добро по кругу». В нем приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники общеобразовательных, музыкальных школ и школ искусств республики. С ними встретилась наш корреспондент Марина Баринова. По статистике, в городе Канаше и Канашском районе более 300 детей с ограниченными возможностями здоровья. И каждый из них не только требует к себе большого внимания, но и сам дарит тепло и любовь близким. Более талантливые дети находят себя в музыке, танце, художественном рисунке. Чувашский танец в исполнении 14-летней Жанны Аришевой – живое тому доказательство. Свыше 5 лет она с удовольствием занимается танцами, несмотря на учебную нагрузку в школе. В 2012 году в Чебоксарах в детской музыкальной школе номер 3 решили попробовать и открыть класс адаптивной хореографии. Мы пошли туда из-за интереса, и оказалось, что у Жанны есть талант. Несмотря на то, что у нее нарушение опорно-двигательного аппарата, она прекрасно слышит музыку, очень любит танцевать. И потихонечку, помаленечку начали ставить танцы. Сначала очень простые, потом все усложняли, добавляли предметы. У нас есть танец с мячом, есть танец с китайскими веерами. И вот последний танец – это чувашский. С номерами жестового пения выступили учащиеся школы номер 3 для детей с нарушениями слуха из города Чебоксары. В этом году пели и играли на музыкальных инструментах и воспитанники музыкальной школы детского сада номер 19, учащиеся 6 и 10 школ города. Как отметила заместитель главы администрации Валентина Дмитриева, участники фестиваля уже второй год доказывают, что в мире есть добро и все возможно, если только очень захотеть и ставить перед собой определенные цели. Я желаю сегодня замечательного всем вечера, хороших выступлений, поддержки, помощи, здоровья, счастья. И пусть рядом с вами всегда будут люди, на которых можно опираться в трудную минуту. Свою лепту в проведении фестиваля внесли воспитанники комплексного центра социального обслуживания населения. Они представили на выставку оригинальные поделки. Этот фестиваль – доказательство тому, что ребенок, ограниченный в состоянии здоровья, он безгранично талантлив и может интегрироваться в обществе как в музыкальном творчестве, также в творческих работах как художник. Каждый участник фестиваля был награжден дипломом и памятным рождественским подарком. Марина Баринова, Елена Блатцева, музыкальная школа.
Сотни любителей спорта из числа работников органов государственной власти и местного самоуправления Чувашии собрались на базе детско-юношеской спортивной школы «Локомотив». От имени Михаила Игнатьева участников состязаний приветствовали руководитель администрации главы республики Юрий Васильев и исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Михаил Богоратов. О том, как прошел финальный этап 17-й спартакиады, Ирина Константинова. Сегодня, сменив белые рубашки на спортивную форму, руководители служб и администрации муниципалитетов приняли участие в традиционных состязаниях. Спортивный день начался с бодрой разминки. Благодаря тому, что городская администрация обновилась, в основном появились молодые кадры, а молодость – это сила, это спорт. Поэтому мы всегда приветствуем все эти мероприятия. И любим то, что наш глава Чувашской республики тоже это все поддерживает. Мы всегда очень рады участвовать в этих мероприятиях. Уже не первый год. Эта спартакиада позволяет привлечь активное население, особенно администрации. У нас и в городе проводится спартакиада среди трудовых коллективов. Администрация всегда активно участвует в этих мероприятиях. Юрий Васильев отметил, что спорт сплачивает коллективы. И данная добрая традиция будет продолжена с тем, чтобы все больше государственных и муниципальных служащих приобщались к регулярным занятиям спортом. В предстоящем году в «Локомотиве» будет продолжена реконструкция беговых дорожек и трибун на стадионе и хоккейной коробке. Честной и бескомпромиссной борьбы пожелал участникам соревнований исполняющий обязанности министра спорта Михаил Богоратов. На правах хозяев поприветствовали участников руководители города Канаша и Канашского района. Мы сегодня находимся в одной из детских школ в городе Две. Всего 1300 детей занимается, порядка 45% населения причиняют различные виды спорта. А наши детские команды участвуют в республиканском по вольной борьбе, по лыжным видам спорта, по боксу. Поэтому, я думаю, мы своим примером покажем нашим горожанам и привьем любовь к спорту, и будет больше количество жителей заниматься всеми видами спорта. Волейбол, плавание, дартс. На этих площадках развернулась настоящая борьба. Состязания выдались по-настоящему динамичными и непредсказуемыми. В волейбольных баталиях среди команд органов государственной власти не было равных команде администрации главы республики. Среди органов исполнительной власти победу праздновала дружная команда Главного управления МЧС. На верхнюю ступень пьедестала почета в группе органов местного самоуправления поднялась команда администрации Чебоксарского района. Командная игра по-настоящему укрепляет коллектив, отмечают сотрудники министерства. Минздрав заинтересован в том, чтобы наше население было здоровым, подтянутым и спортивным. Сам Минздрав у нас проводит еженедельно зарядки по утрам. Привлекаем население по четвергам и по субботам. Пожалуйста, просим все население приходить к нам, к нашим медицинским организациям на утренние зарядки. А уже по итогам заплывов в разных категориях лидерами стали сотрудники Минспорта Чувашии, Главное управление МЧС, а вот в командных стартах на голубых дорожках среди органов местного самоуправления первой финишировала администрация Канашского района, опередившая Чебоксарский и Брестинские районы. По результатам состязаний по дартсу отличились команды Минкультуры, Управления Федеральной налоговой службы. Самой меткой среди органов местного самоуправления стала администрация Чебоксарского района. Вторую и третью строчку турнирной таблицы заняли администрации города Канаша и города Чебоксары. Иногда тренируемся, соответственно, собираемся командами и, соответственно, кидаем, играем в дартс. Все очень достойно выступили. Очень много очков набрали. Я думаю, мы сегодня выступили достойно, не подвели свое руководство, мы старались за прокуратуру Чувашской республики. Я была в команде, единственная девушка. Участие в данной команде мне понравилось. Считаю, мы выступили достойно. Уже ставшая традиционной спартакиада стимулирует чиновников быть в потянутой спортивной форме. Зимой они встают на лыжи, летом состязаются по пулевой стрельбе, в легкой атлетике и во многих других видах спорта. Ирина Константинова, Елена Блацева. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
каждый из нас точно знает, что покупать товары проще и дешевле в больших гипермаркетах, чей ассортимент позволяет приобрести не только продукты питания, а также хозяйственные товары и бытовую технику. «Светофор» – один из представителей крупных гипермаркетов нашего города, и его предложения все чаще привлекают покупателей новизной ассортимента. Мы частенько сюда приезжаем, заезжаем. Хороший очень магазин, нам нравится. Всей семьей бывает, с детьми, с внуками приходим. Откуда? Для родственников из Татарии приезжаем, из соседней республики. Спасибо, что товар хороший и доступный. Существующие акции позволяют посетителям покупать товары с ощутимой скидкой. Мне очень нравится этот магазин «Светофор». Мы сюда приходим часто, потому что цены низкие по сравнению с другими магазинами. Выбор лучше намного. Гипермаркет «Светофор» также предлагает порадовать своих деток к Новому году вкусными сладкими подарками. Всего за 199 рублей 90 копеек за килограмм. Гипермаркет «Светофор» предлагает огромный ассортимент по выгодным ценам. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Стиральный порошок «Миф» 5 килограммов 400 граммов 249,90. Подсолнечное масло «Миладора» 5 литров 339,90.